Добро пожаловать! Это новый выпуск передачи с открытыми картами. Китайский город Шэньчжэнь должен стать флагманом нового топового продукта Пекина. Smart Cities — умные города, в которых технологии 5G превращают жизнь в настоящий рай с лучшим медицинским обслуживанием за счет всеобщего доступа к медицинским записям, меньшего количества пробок и большей безопасности посредством сети видеокамер. Все это, конечно же, с помощью комплексного наблюдения, включая распознавание лиц. Китайская технология 5G, составляющая основу стратегии умного города, будет продаваться по всему миру. Но это еще не все, о чем мы хотим рассказать сегодня. Мы хотим воспользоваться географическими картами, чтобы объяснить, как эта новая технология все более распространенных и быстрых сетей стала частью торговой войны между Китаем и США. Война, которая затрагивает и нас, потому что она заставляет каждую страну встать на чью-либо сторону. Все началось с нашей зависимости от смартфона. В 1983 году американская компания Motorola представила первый мобильный телефон. Предмет роскоши в то время. С 1990 года сотовые телефоны распространились по Европе со стандартом GSM или 2G, а вскоре и в Азии. В 2000 году с появлением 3G смартфон стал восприниматься как карманный компьютер. В 2009 году 4G обеспечил скорость передачи данных, которая была в 50 раз выше, и количество сотовых телефонов резко возросло. Сейчас во всем мире больше устройств связи, чем людей. Прибыльный бизнес для компаний из Кремниевой долины. Apple — крупнейший производитель смартфонов в США и третий по величине в Европе. Samsung — номер один в Европе и номер два в США. Huawei — крупнейший производитель в своей стране и второй по величине производитель в Европе, а также важный игрок в технологии 5G. Стандарты мобильной радиосвязи до сих пор разрабатывались и внедрялись в западных странах, особенно в США. Это позволило разведывательным службам Альянса Пяти Глаз следить за коммуникациями во всем мире за исключением АНБ, то есть секретных служб Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Стандарт 5G обещает в 10 раз более высокую скорость передачи данных, чем 4G. Но теперь речь идет не только о скорости, но прежде всего о взаимосвязи материальных вещей и оказываемых услуг. В результате улучшаются возможности телемедицины, автономных счетчиков электроэнергии, подключенных промышленных роботов, умных городов и автомобилей без водителя. Впервые в стандарте мобильной связи доминируют не западные страны, а китайская компания Huawei, частная компания, которая тесно связана с режимом в Пекине. Со своим стратегическим планом «Сделано в Китае 2025» Китай хочет опередить Запад в области аккумуляторов, искусственного интеллекта и технологий 5G не позднее 2049 года и расширить свое мировое лидерство. Чтобы осуществить эту мечту, Китай полагается на Huawei. Компания была основана вблизи Шэньчжэня, недалеко от Гонконга, в китайской Кремниевой долине. Здесь находится штаб-квартира компании, в которой работают 194 тысячи человек в 170 странах мира. Компания Huawei была основана в 1987 году Риндом Шонком Фаем, бывшим инженером Китайской народной армии, со штатом 14 сотрудников. Компания быстро росла с помощью государственных банков, обеспечила страну гражданскими и военными телекоммуникационными сетями, а 1,3 миллиарда китайцев мобильными телефонами, а также расширила международную деятельность. На встрече глав государств Китая и России в июне 2019 года компания Huawei получила заказ на оснащение России технологией 5G. При поддержке Пекина концерн также активен в Индонезии, Саудовской Аравии, Турции, Мексике, Южной Африке, Швейцарии, а также в Южной и Восточной Европе и тестирует свою технологию 5G во многих других странах. В 2019 году Huawei была крупнейшим производителем смартфонов с общим объемом продаж 122 миллиарда долларов, опередив Samsung и Apple. Что касается сетей, на нее приходится 29% в мире, 34% в Латинской Америке и 43% в Азии. Это расширение неприемлемо для Вашингтона. Что касается национальной безопасности, есть опасения, что оборудование из Китая сделает возможными шпионаж и китайские кибератаки.
Кроме того, американские телекоммуникационные компании, такие как AT&T и Verizon, не владеют всеми технологиями 5G. Поэтому в январе 2018 года Трамп запретил продажу американских технологий компании Huawei, которая очень зависит от операционной системы Google Android, Facebook и процессоров Intel, Broadcom и Qualcomm. Кроме того, в декабре 2018 года Вашингтон обратился к Канаде с просьбой арестовать Мэн Ванчжоу, финансового директора Huawei и дочь ее основателя. Находясь в Ванкувере, она была арестована по обвинению в незаконном ведении бизнеса с Ираном. В ответ Пекин арестовал 2 канадцев, работающих в Китае. В мае 2019 года Трамп фактически исключил Huawei из возможности расширения сетей 5G в США. Холодная война между Китаем и США теперь включает технологический протекционизм, торговые споры и напряженность в Южно-Китайском море. Итак, конфликт между Китаем и США в самом разгаре, и каждый обвиняет друг друга в шпионаже. Вашингтон делает акцент на разнице между демократическим и авторитарным государством при использовании личных данных. Борьба за технологическую независимость безжалостна и заставляет каждую страну занять определенную позицию. Сразу после призыва Дональда Трампа к бойкоту Huawei исторические союзники США, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Тайвань запретили сотрудничество с китайской компанией. Другие, такие как Индия, Канада, Бразилия, Вьетнам, Сингапур и Израиль, вероятно, вскоре последуют за ними, чтобы не поставить под угрозу свою торговлю с США. Это становится особенно очевидным на примере Тайваня. Островное государство, враждебное КНР, производит огромное количество полупроводников, которые необходимы для технологий 5G во всем мире. Но в мае 2020 года тайваньская группа TSMC прервала поставку своих ультрасовременных чипов для Huawei, а это все же 20% ее продаж. Вскоре после этого она объявила о строительстве завода в американском штате Аризона, что должно порадовать Вашингтон и разозлить Пекин. Другие союзники в Азии, такие как Таиланд и Южная Корея, не хотят проблем с Huawei. Южная Корея со своей глобальной компанией Samsung и уже разветвленной сетью 5G не хочет расстраивать ни покровительствующих ей американцев, ни своих крупных соседей и клиентов в Китае. Но теперь вернемся к Европе, где много споров о Huawei. В Великобритании разгорелись острые политические дебаты о технологии 5G. Первоначально Huawei был предоставлен ограниченный доступ к британской сети 5G, в том числе потому, что британская компания Vodafone, третий по величине в мире поставщик телекоммуникационных услуг, использует его во многих европейских сетях. Летом 2020 года произошел разворот. В Лондоне было принято решение запретить все оборудование Huawei с 2027 года. В Германии, с другой стороны, другой член НАТО, технология 5G разделила правящую коалицию. В то время как СДПГ высказывалась за запрет Huawei, Ангела Меркель не хотела расстраивать Китай, крупнейшего торгового партнера Германии. Польша, Литва и Латвия со своей стороны хотят, чтобы НАТО и ЕС выработали общую позицию. Другие, такие как Венгрия, Словакия, Испания и Португалия, не хотят ставить под сомнение свои обязательства перед Huawei и не хотят отставать в сфере 5G. Во Франции, с другой стороны, операторам, которые уже используют китайскую технологию 5G, разрешили продолжать делать это в течение 3-8 лет, за исключением центральных областей сетей и в районе Большого Парижа. Кроме того, операторам связи рекомендуется не использовать технологию 5G от Huawei. Ссора в ЕС также объясняет его нерешительность. Никакого общего вето, просто призыв уменьшить зависимость от единственного китайского поставщика. В то же время ЕС по-прежнему не сильно поддерживает двух европейских поставщиков технологий 5G – Ericsson из Швеции и Nokia из Финляндии. Ericsson занимает вторую по величине долю на мировом рынке 5G с 27% и смогла получить заказы в Германии, Великобритании и Канаде вследствие торговой войны. Nokia занимает третье место с почти 19%. Но ЕС должен будет сделать больше для поддержки двух компаний.
В области исследований и разработок Ericsson и Nokia вместе ежегодно инвестируют меньше, чем их китайский конкурент. Он также является обладателем большинства патентов в области технологий 5G во всем мире. Так что битва в разгаре и продлится долго. Китай председательствует в Международном союзе электросвязи ООН, который устанавливает стандарты будущего, а также продолжает продвигать Huawei на Ближнем Востоке и в Африке. В Эфиопии, Анголе, Нигерии, Мали и Демократической Республике Конго концерн уже подписал 47 контрактов на оснащение сетями 5G. Потребность в технологиях в Африке огромна, и контракты часто включают значительные займы, предоставляемые Китаем. Вот и все о технологии 5G, которая находится в центре конфронтации между США и Китаем, но также и в философских и экологических дебатах. Должны ли мы действительно пытаться любой ценой передавать данные все быстрее и быть более подключенными к сети? Или наоборот, наши страны должны участвовать в этом развитии, чтобы не терять влияние? Однако технология 5G также вызывает вопросы об окружающей среде. Потребуется ли больше антенн? И как это повлияет на наше здоровье? Будет ли 5G потреблять больше энергии, чем 4G? Какое влияние это окажет на окружающую среду, если для этого понадобятся новые смартфоны? Дискуссия о принципе предосторожности и технологической гонки только началась. Скайстрит Матер освещает аспект слежки в Китае в переосмыслении диктатуры. На этом заканчивается сегодняшний выпуск. Увидимся на следующей неделе в том же месте и в то же время. А пока вы можете найти нас на arte.tv. До скорого!